Не зря экстракорпоральное оплодотворение назвали медициной надежды. Бесплодие очень часто становится на пути двух любящих друг друга людей, и если долго не получается родить ребенка, в семье неизбежно возникает вопрос, что делать. В течение долгого времени бесплодие считалось почти приговором, и сейчас по статистике каждая 6-я пара в мире испытывает трудности с рождением ребенка. Но выход есть – ЭКО. Первая успешная попытка его была осуществлена в Англии в 1978 году. Только спустя 14 лет одна из наших сегодняшних героинь услышала выступление первого генерального директора Национального центра медицины Прокопия Николаевича Яковлева о том, что в центре будут делать высокотехнологичные операции, что здесь появится консультация, где будет возможным делать экстракорпоральное оплодотворение. Тогда это все казалось вообще фантастикой, что у нас в республике Саха-Якутия такое возможно, да? И потому что первый ребенок из пробирки в Советском Союзе появился только в 1985 году. И, значит, я хочу показать вот эту вот книгу, она раритет и начало нашего отделения. В 1994 году Прокопий Николаевич, когда стал министром здравоохранения Республики Саха-Якутия, он направил письмо в Америку. Они были в командировке в Америке, в городе Сакраменто, и, значит, там они все смотрели, какие вот отделения есть, да, и в числе они были в клинике ЭКО в Америке. Попросил он отправить ему все, какое оборудование нужно, какие нужны реактивы, как все это, план расположения. Ему ответили, и вот это прислали нам такую всю досконально написанную письмо в таком буклете, да, где что где должно стоять, что должно быть, все. И вот это начало наших отделений вот, начинается с этой книги. Наше отделение, оно открылось в 1998 году. По инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева нас отправили на учебу. Это был медицинский десант, 50 врачей из республики. Мы полетели в город Москву. Мы лично Елизаветой Яновной обучались в клинике ЭКО перинатального центра. В этой клинике, в которой впервые появился пробирочный ребенок в Советском Союзе. Закупили оборудование. Оборудование очень дорогостоящее, реактивы тоже очень дорогостоящие. И все закупалось, все планировалось. И в 2002 году мы делали первые наши экстракорпоральные оплодотворения. И, значит, делали очень много. И первый у нас ребенок появился в 2004 году. Это мальчик. ЭКО сегодня никого не пугает. Желающих забеременеть из пробирки становится все больше и больше. Тем более, что наработанный отделением репродуктивных технологий Национального центра медицины опыт доказывает, что бесплодие излечимо. Наше отделение называется отделением вспомогательных репродуктивных технологий. Вообще, изначально это была консультация по репродукции человека, и мы начали работать с 1998 года. А с 2002 года мы начали первые процедуры ЭКО, и в 2004 году у нас родился первый ребенок. Но уже большие такие программы по количеству мы уже стали делать с 2013-2014 годов, когда программа ЭКО вошла в эту федеральную программу по обязательному медицинскому страхованию. И на сегодняшний день в год мы делаем примерно в этом году мы будем делать 185 процедур ЭКО. Это достаточно много для нашего отделения. Отделение ВРТ, это к ним относится экстракорпоральное оплодотворение, про которое все знают, и также внутриматочная инсеминация, что тоже проводится в нашем отделении. У нас также проводятся программы ЭКО с донорскими яйцеклетками, суррогатное материнство, но, к сожалению, пока вот у нас идет формирование банка донорских ооцитов, да, и пока мы еще его не сформировали, вот ждем молодых женщин здоровых, чтобы
они прошли обследование, и мы могли бы забрать яйцеклетки для формирования банка. Но эти программы мы работаем, если женщина приводит своего донора. Потому что, к сожалению, бесплодие не имеет пока тенденции к снижению. Да, наоборот, как бы во всем мире отмечается, что бесплодие увеличивается, да, и достигает уже таких цифр, как 16%. Да, вот такая мировая статистика, это достаточно критичная цифра для вообще общества в целом. Да, то есть поэтому эта проблема не только медицинская, она социальная проблема. Этот кабинет – святая святых отделения. Именно здесь выращивают эмбрионы, которые потом подсаживают будущей маме. Под этим самым микроскопом эмбриолог подбирает лучшего головастика. Они все очень разные, и не очень-то просто вычислить нужного. Но у Галины Амосовны рука легкая. Она уже перестала считать детей, которые появились на свет с ее помощью. Отделение растет и расширяет свои возможности. Медициной надежды ЭКО называют не зря. Через наше отделение, в год это 3-4 тысячи пары. Не только пары, да, также одинокие женщины, которые хотят родить, то есть вот где-то 3-4 тысячи женщин. В этом году мы с помощью Министерства здравоохранения, городского управления здравоохранения города Якутска ввели этапы обследования пациентов, да, поэтому первые 2 этапа, 3 этапа проходит обследование городские жительницы и жительницы города Мирный, Нерюнгри и Алдан у себя на первичном звене, а к нам уже приходят подготовленные, уже обследованные, и в этом плане, конечно, нам стало намного легче, да, тогда как раньше мы обследовали всех у нас, да, это было, конечно, очень тяжело. Сейчас на нас остались, конечно, районы, мы проводим здесь полное обследование, выявляем причину, потом уже назначаем лечение необходимое. В этом году у нас сделано очень много, конечно, мероприятий для улучшения количества, повышения количества и, самое главное, улучшения качественных показателей работы нашего отделения. Да. Во-первых, у нас идет улучшение материально-технической базы, да, закупка оборудования для лаборатории эмбриологии, да, нашей. Потом в этом году к нам приезжали специалисты из Московской клиники, ЭКО-центр, да, одна из ведущих клиник Российской Федерации. Приезжали и гинекологи, репродуктологи, и эмбриологи, 2 бригады были. Мы с ними очень хорошо поработали, да, то есть это был как бы на рабочем месте, делились опытом, и я считаю, что это очень хорошо помогло в нашей работе. А потом у нас появились 2 молодых доктора, да, один эмбриолог, кандидат медицинских наук, то есть мы усилили эмбриологию, и у нас еще один врач-репродуктолог, тоже молодой, хороший доктор, тоже благодаря этому у нас повысился и объем, и вот эти доктора работали как раз молодые с этими специалистами, что очень хорошо, да. Планируется у нас обучение этих молодых специалистов. Вот в этом году у нас едет репродуктолог, наш головной научный центр, город Москва, на симуляционное обучение, да, то есть, а эмбриолог тоже в следующем году у нас планируется обучение. То есть, как бы много сделано в этом году, и я, конечно, думаю, что все-таки в конце года у нас будут лучшие результаты, чем в предыдущие года. Когда же пара, которая не может забеременеть, должна обратиться к специалистам, спросила я Италину Афанасьевну. Если это молодая пара, скажем так, до 35 лет, то они должны уже, конечно, забить тревогу, когда у них не получается забеременеть в течение года регулярной половой жизни без контрацепции. То есть это уже считается бесплодие, да, в браке. И если же это пара старшего репродуктивного возраста, то есть женщине больше 35-37 лет, то она уже должна начать беспокоиться раньше. Не дожидаясь года, она должна начать беспокоиться где-то через 6 месяцев.
потому что авариальный резерв, к сожалению, у нас истощается, да, и этот процесс, он непрерывный с самого начала. Как девочка начинает менструировать, уже у нас идет истощение авариального резерва. Но этот процесс достаточно медленный, до 35 лет, а потом уже этот процесс начинает убыстряться. Хотя бывает индивидуально, у кого-то и раньше, у кого-то позже. Но вот такая средняя цифра, средний возраст – это 35 лет. И тогда они с этой проблемой обращаются в свою поликлинику, к своему гинекологу, и где гинеколог им назначает соответствующее обследование и выписывает направление уже в наше отделение. С этим направлением женщина уже приходит к нам, и мы проводим дополнительное обследование и определяемся с тактикой ведения и лечения данных пациентов. Дети, зачатые в пробирке, ничем не отличаются от остальных. Пожалуй, единственное, что их выделяет, особо трепетное и заботливое отношение родителей. Вот и врачи говорят об этом же. Мы общаемся с этими мамочками, мы общаемся, они нам периодически высылают фотографии, ну, как бы вообще мы поддерживаем связь. И наши дети все вот хорошие, да, хорошие дети. Ну, вообще дети, рожденные после программы КО, считаются почему-то очень интеллектуально развитыми. Но на самом деле, почему это считается так? Просто это очень долгожданный ребенок, и, как правило, родители уже подготовленные, зрелые, подготовленные к родительству, да, к материнству, и поэтому они очень много в этих детей вкладывают. Они с ними занимаются. Эти дети поэтому, наверное, и развиты, и, ну, как-то более, наверное, нежели когда мы там 18 лет родили, да, ну, может быть так. Но считается, что это одна из основных причин, вот, что дети очень хорошие после этого. Благодаря Министерству здравоохранения республики в этом году проведены мероприятия, нацеленные на повышение количества и эффективности работы отделения, в том числе формирование банка донорского материала. В этом году мы начали формирование банка донорской спермы и донорских яйцеклеток. Просто мы поняли, что потребность в этом есть, и она высокая достаточно. После всех юридических вопросов, да, различных, мы в сентября месяца уже начали готовить претендентов на донорство. Туда входит обследование, которое проводится в рамках нашей больницы. И если этот кандидат подходит по всем критериям, там очень такие достаточно жесткие критерии по состоянию здоровья, медико-генетическое исследование обязательно проводится. Если это мужчина, значит, после проведенного обследования он сдает сперму, и эта сперма уходит на карантин. Ну, как бы мы ее замораживаем, и 6 месяцев она находится на карантине. А через полгода этот донор должен пересдать анализы на инфекционные заболевания, да, это на сифилис, на гепатиты Б и С и на ВИЧ. Да. И если там все хорошо, то уже эта сперма выходит из карантина, и мы можем ее использовать. Вот. А по поводу донорских яйцеклеток, также должны подойти к нам молодые женщины, да, от 18 до 33 лет, имеющие хотя бы одного ребенка. И также они проходят полное обследование у нас, в том числе и медико-генетическое. И если все врачи дают добро, что да, противопоказаний нет, мы вот такую подготовленную женщину уже забираем у нее яйцеклетки, да, и вот эти яйцеклетки замораживаются, и их можно уже использовать. Мы, конечно, ждем, что к нам будут обращаться здоровые молодые люди. Вот вы правильно говорили, что мы летом дали информацию, но какой-то был первый отклик, но потом затишье, да, и мы вот сейчас опять хотим напомнить, что эта программа у нас существует, и если кто-то желает, они могут к нам обращаться и записываться по телефону 39 54 70. Наше отделение. Одна мама написала в Инстаграме: «Волшебное время игрушки, пеленки и в детство незримая нить, когда открываются глазки ребенка, действительно хочется жить». И это поистине так.
А что же в планах отделения? Как оно будет развиваться дальше? Какие проблемы сегодня волнуют специалистов отделения? Наш основной план – это повысить эффективность нашу. Да? То есть вся наша работа и работа всех отделений ВРТ направлена на то, чтобы повысить эффективность своей работы. Потому что с самого начала это начиналось с очень маленьких процентов. Да? То есть это были какие-то мизерные, единичные положительные результаты. Лет 5 назад процент эффективности ЭКО был всего лишь там 20%. Да? Сейчас эти цифры растут, у каждой клиники они свои, но в среднем это все-таки 30-35%, да? Ну, до 40% где-то доходит. Ну, и, конечно, все лаборатории ВРТ, они делают все возможное, чтобы улучшить эту эффективность. В том числе и мы, конечно, наша основная задача – повысить эффективность. И еще новая такая тенденция – это снизить многоплодие беременности, да, потому что, к сожалению, после ЭКО, ну, в связи с особенностями технологии, достаточно часто встречаются многоплодные беременности, они протекают немножко тяжелее, конечно, чем одноплодные беременности. Ну, то есть вот как бы добиться результата, но при этом стремиться, чтобы многоплодных беременностей было не так много. Я хотела бы пожелать вообще парам, которые планируют беременность, да, все-таки перед планированием беременности необходимо обратиться к врачу, гинекологу, пройти необходимое обследование. Да. Обычно это обследование небольшое, оно включает там, сдать анализы на половые инфекции, сдать гормоны щитовидной железы, общий анализ крови, да, ну, вот такие небольшие анализы, посмотреть свое общее состояние, если есть необходимость сходить к другим специалистам, пройти соответствующее лечение, потому что во время беременности, конечно, нежелательно проводить какое-то лечение, да? То есть подготовиться и потом уже планировать беременность. А в том случае, если беременность не наступает, надо, конечно, не затягивать этот процесс, потому что я уже говорила, что авариальный резерв, к сожалению, у женщин достаточно быстро заканчивается, да? И к 35 годам, в принципе, он уже не такой выраженный, и у кого-то его вообще совсем мало, да? Поэтому не надо ходить долго. Вот у нас парамедицина, да, очень развита, ну, и женщины долго ходят к знахаркам, кому-то к целителям, да, где-то вот долго лечатся и теряют очень драгоценное время. Поэтому нужно идти к специалистам, надо пойти к своему гинекологу сначала, да, и прийти с направлением в наше отделение, чтобы наши специалисты, гинекологи, репродуктологи все-таки дали рекомендации и определились с тактикой лечения. Стесняться здесь ничего не надо. В одном из благодарственных писем, поступающих в адрес врачей, родители пишут: «Благодаря вам осуществилась наша мечта. Ваши золотые руки подарили нам счастье и радость. Мы благодарны вам за ваш высокий профессионализм, за отличное знание своей работы, за чуткое и доброе отношение». Несмотря на долголетний и успешный опыт существования метода, обилие информации, тема ЭКО все же окружена домыслами и мифами, поэтому единственное правильное решение этой деликатной проблемы – довериться профессионалам. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о здоровье девочки, девушки, женщины. Ведь самой природой предначертано женщине быть матерью, и материнство это должно быть здоровым и счастливым. Пожалуй, самый важный этап, который переживает в своей жизни женщина – беременность. В женских консультациях будущих мам готовят к ней. Врачи, гинекологи, психологи проводят с ними специальные занятия. Мы побывали на занятии школы будущих мам в столичной больнице номер 3. В данное время наблюдается в нашей поликлинике 688 беременных, и они наблюдаются у 8 врачей, акушеров-гинекологов. И еще, кроме этого, у нас наблюдается 20 беременных, которые временно прибыли из ВИЛУСов в нашей республике, народы.
И чтобы, значит, роды протекали нормально, мы проводим психопрофилактическую подготовку к родам. Да? И основной целью этих профилактических школ является снизить вообще вот понятие само, да, представление, чтобы не было родовой боли у беременных, чтобы не было этого понятия, и чтобы женщины наши беременные, значит, настроились на нормальные физиологические роды, которые протекают не обязательно вот с компонентом боли. Вот. И эти мероприятия, эти школы у нас проводит врач-инструктор, акушер-гинеколог Сардана Егоровна Киприянова. Значит, мы сегодня изучали анатомию, физиологическое строение именно тазового дна нашего. Значит, и главное, мы сегодня показали нашим беременным биомеханизм родов. Значит, те упражнения, которые мы показывали сегодня, да, они помогают именно релаксации беременных, именно идет как дыхательная гимнастика. Значит, как именно правильно дышать во время беременности, во время родов, во время схватки, именно как правильно дышать. Значит, вот эти упражнения, которые мы сегодня делали, они идут и для мышц тазового дна, мышц именно бедер, мышцы живота. Также у нас есть курс отцов, где мы подготавливаем мужей и отцов, как именно правильно помогать беременным, поддержать психологически, поддержать беременных во время беременности, во время родов и после рождения ребенка. Выдох, опускаем. Вдох, поднимаем. Носом на выдох, опускаем. Итак, регулярный осмотр у специалиста позволяет женщине предотвратить развитие серьезных заболеваний или выявить их на ранней стадии. В таком случае даже злокачественные заболевания репродуктивных органов лечатся успешно. В нашем периоде проходит бой в организме, который может легко заболевания могут проникнуть и так далее, рак. Поэтому это очень важно. Это важно. Девочкам это важнее, потому что мы становимся старше, мы будем будущими мамами. Это намного важнее, чем мальчики. Девочка растет в семье, она находится рядом с самыми близкими людьми, она видит пример этих отношений, пример видит своей мамы, как она ведет себя, да? У нее есть перед собой еще пример, как мужчина относится к женщине. Поэтому у девочек действительно вот это есть переходные периоды, когда она действительно от маленькой девочки становится женщиной, да, и там есть определенные возрасты, где девочка становится женщиной. Самый первый возраст – это 5 лет. 4-5 года, когда девочка начинает осознавать, что она девочка, у нее есть отличия какие-то от мальчиков, что есть еще и мальчики, поэтому у них повышенный интерес друг к другу такой, да, гениталии смотрят, так далее. Этого не надо бояться. Таким образом, они обучаются тому, начинают осознавать себя как отдельным полом, для них действительно это интересно. Это просто как любопытство такое, да, и таким образом они становятся женщинами. И особенно в этом возрасте для девочек очень важно, какое отношение есть отца к этой девочке. Если папа любит, если папа очень бережно относится к девочке, если он относится к ней как к принцессе. И действительно в этом возрасте к девочкам надо относиться как к принцессам. И только тогда она начинает осознавать: да, это я женщина, у меня есть такие желания. Она начинает, у нее повадки такие появляются, да, именно истинной женщины, именно она этому учится. И 10 лет очень важный возраст, где она начинает действительно осознавать
осознавать, что она, да, осознавать, что есть такое начало такое, да, она может быть кокеткой, она может ухаживать за собой, что поведение у нее должно быть другое, чем от мальчиков и так далее. В этом возрасте все это закладывается. И поэтому очень важно родителям быть в эти возрасты, быть очень близкими к своим дочерям. Любите себя. В первую очередь я бы сказала это. Любите себя. Меньше критики к себе. Вы самые лучшие.